«Дом в горках» и «Великое сердце». В журнале «Новый мир» также было опубликовано вот это стихотворение Петра Петровича Хузангая. На чувашском оно звучит так: «Тиваш ятне анзерт, мен евер, тазалах сяк самахсанде, мен дюхле тузем вейзепе, сан пюленде, таван тенде». Не урони, чуваше, имя. Какая чистота в словах. Благослови, земля, своими мечтами повторись в снах. И мне кажется, то, что пройдет еще не один век, а наш родной чувашский народ будет помнить своего великого сына Петра Хузангая. Хузангай при жизни опубликовал более 50 книг, и нет ни одной, где бы не было темы Казани, темы его родного Алькеевского района и родного села Сихтермы, темы татарских поэтов и писателей. Посвящая Татарстану такие строки, Хузангай славил свою малую родину. Вот они. «Живи, Казань, в машинном гуде, цвети и крепни, Татарстан. Пусть каждый день твой светлым будет в содружестве племен и стран». Я ощущал себя сыном благодатной татарстанской земли. И, наверное, справедливо то, что все делегации татарских писателей, которые приезжают в Алькеевский район, они считают своим долгом посетить наш музей. И, наверное, символично то, что Хузангай на фоне Казанского Кремля, на фоне его святыни, башни Сюмбике, ковер именной, подарен во время посещения нашего музея председателем Государственного совета Республики Татарстан Арилом Хавиловичем Мухавиловичем. Вот о чем здесь есть надпись. Это только малая часть сотрудничества и дружбы Хузангая с татарскими писателями и поэтами. Об этом человеке я хочу сказать особое. Это великий татарский поэт Хасан Туфан, один из лучших друзей Петра Петровича Хузангая. Многие произведения Хасана Туфана Хузангай перевел на чувашский язык. И Хасану Туфану, он так же, как и Мусе Джалилю, Хаджи Такташу, посвятил несколько стихотворений. В одном из них он пишет: «Ты родился там, где жили рядом искренне татарин и чуваш. Ты родные песни пел как надо, понимал напев чувашский наш. А сегодня здравия желаю я тебе на русском языке. Мы с тобою, как я понимаю, две волны в одной большой реке». И действительно, Петр Хузангай и Хасан Туфан – это две очень яркие, две очень значимые волны в огромном море не только российской, но и мировой литературы. Вы, наверное, знаете то, что в 1994 году в Казанском Кремле между Республикой Татарстан и Чувашской Республикой был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Строительство этого музея как раз выполнение Татарстаном своих обязательств, взятых в этом договоре. После подписания договора Минтимир Шарипович Шаймиев цитировал нашего земляка Хузангая. Вот такие строки. В соседних памятных селениях татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уважением Иптеш, товарищ и Юлдаш. Кстати, Минтимир Шарипович цитировал эти строки во время посещения и цитировал наизусть. Это интерьер кабинета Петра Петровича Хузангая, книги из личной библиотеки, одежда Петра Петровича Хузангая и парни подарки, которые дарили Хузангаю во время его многочисленных поездок. Но об этой женщине
вам не надо говорить, вы ее знаете. Это народная артистка СССР, народная артистка РСФСР, народная артистка Чувашской республики, почетный гражданин Чувашии Вера Кузьминична Кузьминина. Она уже при жизни голос чувашского народа. Перед открытием музея в 2002 году официальная делегация Чувашии ночевала в базарных матаках. На другой день Вера Кузьминична приехала раньше всех и попросила, чтобы до официальных торжеств ей позволили побывать в доме ее мужа. И вот она стояла там, это очень долго, где-то, наверное, полчаса, может даже больше, о чем-то думала, размышляла, а потом сказала: наконец-то моя душа спокойна. Мне кажется, что после долгой командировки Петр Петрович наконец у себя на родине. И чтобы ему было тепло сидеть, я выткал ему как раз коврик. Он мог писать свои великие стихотворения. Интересно также вот эта картина. Вроде бы ничего необычного. Перед столетием Хузангая, как я уже сказал, мы здесь сделали капитальный ремонт. Все задрапировано было. И приехал какой-то начальник в сопровождении наших местных начальников. Я не понял сначала, кто это, оказывается, глава Спасского района. Это соседнего района. Глава вот этих как раз болгар. Он попросил провести в этом ремонтированном музее ему экскурсию. И после этого он прислал большую посылку, там где-то около 300 книг о татарских поэтах, писателях, о истории булгарского государства. И вот эту картину. Милые сердцу Петру Петровичу Хузангаю аркейские места. Ну, об этих людях вы знаете, я уже говорил о Вере Кузьминичне. От Петра Петровича Хузангая вы тоже знаете, это известный общественный деятель, критик, публицист, член редколлегии многих журналов. И Вера Кузьминична и Адмир Петрович ежегодно бывают на родине своего мужа и отца. Саламби Петровна Хузангай, дочь Петра Петровича Хузангая, она живет в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. И вот этот офицерский ремень Хузангая как раз привезла она. Это один из последних снимков, когда Хузангай, Вера Кузьминична, Адмир Петрович и Варвара Борисовна. Потому что в конце 50-х годов Хузангай забрал свою в Чебоксары, и она похоронена в Чебоксарах. Это Петр Хузангай младший, сын Адмира Петровича. И вот он снят около школы, где учился его знаменитый дед. Я уже сказал, что если бы не кризис, это здание было бы полностью капитально отремонтировано. И там мы планируем создать Чувашский национальный музей, может быть, Алкейский район, а может быть, всего Закамья. А вот на этом месте стоял как раз дом Петра Петровича Хузангая и его матери Варвары Борисовны. Сейчас у нас там посажена ель, а в будущем, а в будущем глава районной администрации планирует поставить макет дома Петра Петровича Хузангая. Но для того, чтобы понять масштаб нашего земляка, достаточно посмотреть вот на этот снимок. Это крупнейший писатель, поэт, публицист, критик 20 века Жорж Амаду, азийский, и рядом Петр Петрович Хузангай. Знаменателен, символичен вот этот снимок. Великий чувашский поэт Геннадий Айги. Самый издаваемый русскоязычный поэт за пределами Российской Федерации. И вы знаете, то, что неоднократно его выдвигали на Нобелевскую премию, но вот
встречались какие-то препоны, но у него очень тяжелая судьба. Ему приходилось и бомжевать, и без работы быть. Всегда на помощь Геннадию Айги приходил Петр Хузангай. Он ему оказывал не только моральную, но и материальную поддержку. Болгарские снимки Петра Петровича Хузангая. Хузангай, безусловно, один из лучших переводчиков с болгарского языка. Но мы, чуваши, с болгарами имеем общую историю. Украинские снимки Петра Петровича Хузангая. Но на Украине, как вы знаете, похоронен пламенный чувашский поэт Сеспель Миши. И то, что Сеспель сегодня, вот всемирно известно, о чем я говорил, он обязан Петру Петровичу Хузангаю. Хузангай его перевел на русский язык, а потом его уже перевели на 50 с чем-то языков народов мира. Последний период жизни и творчества Петра Петровича Хузангая. Об этом снимке я хочу сказать особо. У нас уже была предварительная договоренность с Андрианом Григорьевичем Николаевым, то, что он посетит музей своего любимого поэта. Вот в то время, когда он скончался, к сожалению, Андриан Григорьевич Николаев ушел из жизни. Андриану Григорьевичу Николаеву, великому сыну чувашского народа, Хузангай посвятил поэму и несколько стихотворений. В одном из них земляк пишет: «Я сын чувашского народа, страны советский гражданин. Законную двойную гордость испытываю не один». И то есть гордость великая, потому что народ, насчитывающий чуть больше 1 миллиона человек, в третьей великой державе СССР прорвался в космос. Последние часы жизни Петра Петровича Хузангая. Уже в 1967 году Хузангай почувствовал то, что болен. В 1969 году ему сделали операцию в 4-м управлении Минздрава, это больница ЦК КПСС в Москве. Однако улучшение не наступило, метастазы зашли слишком далеко, он был рак, и Хузангая перевезли в Чебоксары. Он в обкомовском госпитале в Чебоксарах. И за несколько часов до своей кончины Хузангай посвятил своей жене Вере Кузьминичне стихотворение. Эпиграфом он взял слова из старинной чувашской песни «Лада Виман, Кирен Атте». Старый дуб наш батюшка. Не надо плакать, рук ломать не надо, земное в землю и всему свой срок. Я дуб любил, и был бы мне отрадой тобой взращенный подо мной дубок. Под дубком он подразумевал как раз своего сына Атнера. За несколько лет до своей кончины Хузангай в кругу ближних сказал: «Все, чего я достиг, я обязан своему родному чувашскому народу. Я хочу, чтобы после моей кончины мое чувашское сердце служило чувашам». Но вы знаете, то, что сердце Хузангая хранится в анатомическом музее Чувашского государственного университета. И у Хузангая есть такие строки: «На большом пути преграды, одолев в труде борьбе, сам себе народ награда». Сам и памятник себе. То есть, пока жив чувашский народ, живо сердце Хузангая. Живо сердце Хузангая, жив чувашский народ. К сожалению, неразработанная тема, но Хузангай один из лучших переводчиков вообще во всей советской литературе. Он перевел 178 поэтов
разных национальностей.